Привет, республика! За окном последний день первого месяца весны. Какие итоги можно подвести? Световой день становится длиннее, столбик ртути в термометре стремится вверх, а люди счастливые, идут, улыбаются и, наверное, предвкушают первую траву и раскрывшиеся почки. В эфире программа «Студия-11», и своим присутствием мы топим оставшийся снег. Настолько мощна наша энергетика. О чем расскажем в этом выпуске, узнаем из анонса. Столица Коми в объективе фотографа из Эрмитажа. Съемочная группа Юргана провела экскурсию Юрию Молотковцу. День геолога. Об исследованиях, находках и романтике профессии. Юные звездочки. Легендарная Ирина Винер оценила сыктывкарскую спортсменку. Эрмитажные коты стали самой настоящей визитной карточкой этой художественной обители. Говорят, что сувениры с их изображением покупают чаще, чем другие календари и магниты. Автор этих снимков Юрий Молотковец. Но фотографирует он не только котиков. Совсем недавно на страничке в социальных сетях фотографа-художника Государственного Эрмитажа появились снимки весеннего Сыктывкара. У нас он побывал неделю назад. Когда человек 30 лет работает в таком невероятном музее, где царят гармония и красота, то и в жизни он видит это отчетливо. В чем убедилась наша съемочная группа, которая прогулялась с Юрием по исторической части столицы Коми. Для нашего гостя мы приготовили сюрприз. Знали, что Юрий Молотковец любит читать Довлатова, а пиджак писателя висит в его мастерской. Мы решили показать Сыктывкар, каким описывает его герой сентиментального детектива Сергея Довлатова «Ослик должен быть худым». Конечно, во время прогулки не только цитируем текст повести, но и говорим об Эрмитаже, искусстве и о той невероятной фотосессии с эрмитажными котами в парадных залах. Первая съемка давалась нам очень тяжело. Мы снимали буквально 4 часа. Я честно думал, что искренне видел, что я мучаю несчастную кошечку. Но потом было, переосмысленно вот этот опыт первой съемки. И мы вышли к тому, что когда следующую нам фотомодель принесли на съемку, я достал ее из котовозки, посадил на колени, 40 минут гладил по спинке и говорил: все будет хорошо, ты справишься, ты талант. Главный герой повести Довлатова тоже гулял в Кировском парке. Еще он посмотрел в Сыктывкаре краеведческий музей, картинную галерею, библиотеку. Заглянул в ресторан «Пингвин». Есть разные версии, что это было за кафе на самом деле. И прошел по центральной площади. На этом маршруте Юрий Молотковец вдохновлялся историческими вывесками и старыми деревянными домами. Молниеносно доставал смартфон, чтобы поймать то, что его волнует. Именно так, по словам собеседника, и создается гениальная фотография. Тут огромное количество прекрасных вещей. Первое – фасад этого деревянного здания, который имеет такую двухцветность, даже трехцветность. Вот этот зеленый, потом синий, охристый, желтый. И этот фасад скрыт за несколькими слоями кустов, деревьев. Соответственно, я фотографирую. Мне нравится, что есть первый план. Видите, как у Клода Лорена на переднем плане деревья. Они создают кулисы. И нас прямо это зрелище затягивает, а там такой фасад. И здание, конечно, так видно, что его жалко, потому что там какие-то окна заделаны, и мы понимаем, что там не все, слава богу. И вот какая-то щемящая нота сразу возникает, и как можно пройти мимо такого. Во время интервью водители нам вежливо уступали дорогу. Весенний дождь хоть и поливал, но как-то с нежностью и любовью. А под финал экскурсии все-таки выглянуло солнце. И тут наш гость уже не выпускал смартфон из рук. У него есть цикл фотографий «Сад теней». Это тени деревьев на фасаде исторических зданий. Сейчас в коллекции Юрия Молотковца появился и Сыктывкар. Я на всякий случай уже снимаю. Вот она еще ярче. Еще. И мне очень нравятся такие истории. По дороге в гостиницу Юрий говорит, что уже представляет, как самолет с туристами летит из Питера в Сыктывкар. Те, кто любит прозу Довлатова, идут по местам, упомянутым в повести «Ослик должен быть худым», а потом смотрят спектакль «Пишите письма», который основан на переписке солдата Довлатова со студенткой Коми-пединститута Светланой Меньшиковой. А что касается фотографов, то они всегда найдут красоту и гармонию. Город наполнен, во-первых, огромным количеством прекрасных фактур.
Потому что вот сейчас в парк, и он тоже заслуживает того, чтобы по нему походить, пофотографировать. Сейчас действительно вот прямо сегодня весна, и вот это то, что творится на тротуарах, это тоже достойно на самом деле фотографии. Тут это целая графика, да? Следы, которые там растворяются, этот песок и снег, который то желтый, то белый еще, то где-нибудь там в каких-то местах может быть холодный. Вот. Фасады домов, конечно, это тоже, так сказать, отдельная тема, да, и архитектура это отдельная тема. Поэтому ясно, что здесь фотограф найдет то, что найдет какие-то темы и найдет моменты, в котором он будет нажимать на кнопку и создавать вот это чудо фотографии. Интервью Юрия Молотковца смотрите в программе «Детали откровенные» 11 апреля в 20:00 на Юргане и 12 апреля в 17:45 на ОТР. После зимних холодов и всхода снега у геологов начинается подготовка к летним полевым работам и экспедициям. Потому дата их профессионального праздника, который отмечается в первое воскресенье апреля, тоже выбрана не просто так. Как раз начинается активная оттепель. Всех геологов Республики Коми мы поздравляем в нашем эфире в лице Никиты Воробьева, младшего научного сотрудника Института геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Он сегодня в нашей студии. Никита, добрый день. Здравствуйте. Ну да, мы вас поздравляем с этим праздником. Спасибо и вот большое. геология, это больше призвание, работа или романтика? Что такое легкое? Конечно, есть там и романтика, допустим. Многие, наверное, представляют геолога, это такой бородатый мужчина. Стереотип, да, таким с воротником, таким в кофте, сидит возле костра, на гитаре играет. Но это одна сторона, конечно. Есть и другая сторона. Это тяжелые работы, экспедиции, которые мы проводим. Это и тяжелые сборы, и климатические условия не всегда хорошие. Комары, вода. В общем, не так все приятно, как кажется. В чем вообще заключается работа геолога, вот если в двух словах? Ну, геолог изучает все-таки геологию, это наука о строении, составе и условиях формирования Земли. Ну и, соответственно, геолог все эти процессы изучает. Это и как раз-таки внутренние процессы, и внешние, которые происходят на Земле. Это и состав, строение, то есть в этом как бы и заключается основная работа. Реконструкция обстановок прошлого. Сколько вы уже работаете геологом? Ну, я еще работаю немного, 6 лет. Ну, уже есть Да, результаты, да? Были какие-нибудь интересные случаи, может быть, даже курьезные случаи вот в вашей профессии, в вашей деятельности? Ну да, один раз мы, получается, с моим коллегой были в тундре, это как раз было после 3-го курса. Мы пошли в маршрут, это примерно около 5 километров, дошли до места, и нам надо было откопать обнажение. Мы работаем, смотрим, кто-то сверху бегает. Ну, думаю, может, олень проходил, еще что-то там, как раз был такой случай. Работаем, поворачиваемся, буквально через несколько минут стоит волк. Просто смотрит на нас волк, буквально в 30 метрах через реку. То есть мы, конечно, были в шоке. Волк, наверное, тоже был в шоке. Но он шел за оленем, я думаю, в этом. И, то есть, увидел нас, оставил нас в покое, вроде ушел. Но мы этим путем обратно не пошли, конечно. Решили выбрать другой путь, более безопасный. Какая практичность, вернее, практическая значимость вот ваших исследований? Ну, вообще, я изучаю четвертичные отложения. И четвертичные отложения, они слагают верхнюю часть осадочного чехла и имеют, конечно, практическое значение в плане строительного материала, источника пресных вод, рассыпных каких-то драгоценных минералов. Ну и, конечно, вот строятся и нефтегазопроводы, и другие сооружения, которые тоже надо строить с умом. Вот мы заговорили о драгоценностях. Были ли какие-нибудь интересные находки вот, в вашей практике? Прямо таких очень интересных находок не было. Допустим, для нас, я, как говорю, уже изучаю четвертичные отложения, именно ледниковые отложения, валуны и суглинки. В них можно найти теоретические валуны, допустим, или, не знаю, мы когда-нибудь, может, видели, когда проходите, лежит такой огромный валун, откуда он привнесен. То есть, когда задаешься этим вопросом, ну, вот это вот ледник, он притащил его, может, с Урала, может, с Финно-Сканди, то есть надо посмотреть, все это изучить. Ну, мы, конечно, хотим когда-нибудь, надеемся, что найдем когда-нибудь бивень мамонта. Это очень будет для нас интересно. Мы вам желаем удачи в этом. Да. Никита, почему сейчас вот такой интерес к исследованию Арктики проявляется? Будем реалистами, геологи советские и сейчас геологи все-таки много уже что изучили в России. И Арктика — это такой регион, который мало изучен, можно сказать. Да, ну то есть, и, конечно, можно выделить такие моменты, что это все-таки на шельфе арктическом, да, очень много нефти и газа. Это экономически для страны очень выгодно. Помимо этого, в Арктике проходит и морской путь, то есть который, в принципе, может соединить Азию с Европой, и он намного ближе, чем, допустим, через Суэцкий канал, который будет в 2 раза длиннее. Но есть проблемы, конечно, там ледоколы
и другие моменты. Никита, мы вам желаем интересной и легкой работы. Спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо вам большое. Медвежата из Прилузья, которые сейчас живут в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области, активно растут. Недавно к ним приходил доктор. Айболит вынес свой вердикт. Толстун и ворчун активно растут и набирают вес. Недавно на страничке Центра опубликовали видео, где лесные малыши принимают водные процедуры. Давайте умиляться вместе. Мы не устаем рассказывать о талантливых спортсменах нашей республики. В Москве прошел гран-при по художественной гимнастике. И там выступали наши девчонки. Одну из них лично отметила главный тренер сборной России по гимнастике Ирина Винер. Отрадно, что наша спортсменка еще только в начале своего спортивного пути. С юной звездочкой познакомился мой коллега Северин Арпа. Художественная гимнастика, без сомнения, один из самых красивых и грациозных видов спорта. Лучших российских гимнасток знает весь мир. Возможно, поэтому все больше девочек приходит заниматься этим спортом. И наши девчонки постоянно подтверждают свой уровень даже на России. К примеру, две совсем юных спортсменки из Коми пригласили на стажировку в Центр олимпийской подготовки Ирины Винер. Нас приглашают практически ежегодно на сборы в Центр олимпийской подготовки Ирины Александровны Винер. С нами работают заслуженный тренер России Надежда Николаевна Шаталина, Алла Николаевна Янина. И мы плотно сотрудничаем с Михаилом Геннадьевичем Первых, заслуженным тренером России, хореографом сборной России. И он отбирает деток на показательные выступления, на самый значимый крупный турнир Гран-при Москва. У нас отобрались две девочки на показательное выступление. Им после уже Марьяна прошла более строгий отбор. Нам приходилось корректировать где-то номер, где-то что-то исправлять, вносили свои планы. То есть даже для такого маленького, так скажем, номера достаточно трудоемкая работа. Выступление Марьяны длилось всего 30 секунд, но зато на самом лучшем помосте России вместе с ведущими гимнастками страны и мира. К слову, она была отмечена и самой Ириной Винер. Она сказала, что очень перспективная девочка, нужно работать, и нас, конечно, очень поддерживают в республике, и мы стараемся тоже поддерживать деток как можем. Сама Марьяна занимается гимнастикой с 3 лет, поэтому, по ее словам, волнения сильного не испытывала. Страшно было выступать, когда вокруг вот такое большое количество гимнасток тоже со всей страны? Ну, нет. Волновалась? Расскажи честно. Да. Как помогала, как боролась с волнением, кто тебе помогал? Моя мама. Она меня тренирует, чтобы я стала чемпионкой. Ну вот ты видела там известных тоже гимнасток, с кем-то удалось пообщаться? С Авериной, да. И Славой Крамаренкой. Как они в общении, как в жизни? Красивые и заботливые. Ну, у тебя появилось еще больше желания заниматься? Да. Ежегодный турнир Гран-при по художественной гимнастике проходил в Москве в 26-й раз. В сезоне 2023 года в нем приняли участие спортсменки из 14 стран мира. И если на таком турнире засветились наши девчонки из Коми, то вполне вероятно в недалеком будущем на гимнастическом Олимпе засияют и звездочки из нашей республики.
Мы подошли к середине нашего инфозабега. К этой минуте мы рассказали лишь половину добрых историй. Сейчас ненадолго прервемся, но уже через несколько мгновений вернемся на ваши экраны. Не переключайтесь, мы скоро. И снова привет! В эфире «Студия 11». Мы здесь для того, чтобы подарить вам улыбку. К тому же повод для этого есть. В нашей телекорзине немало интересных материалов. Каких именно, узнаем через мгновение. Встал не с той ноги? Сейчас исправим. Несколько советов для исправления плохого настроения. Нацпроект «Демография». Кому помогла эта программа? У плохого настроения могут быть самые разные причины, хотя есть и одна общая – наша реакция на стресс. Обычно она помогает нам подготовиться ко встрече с угрозой, но если затягивается, то начинает влиять на нашу жизнь. Это мешает нам принимать решения и исполнять профессиональные или даже домашние обязанности. Кроме того, плохое настроение может надолго выбить нас из колеи. Что делать, если встали не с той ноги? Начните со смены обстановки. Не стоит продолжать упорно работать или заниматься домашними делами, преодолевая плохое настроение. Лучше перейдите в другую комнату в квартире, переместитесь в общее пространство в офисе или отправляйтесь на улицу. Это поможет мозгу перезапустить настройки. А там уж подумайте о том, что вас беспокоит, и постарайтесь максимально честно ответить самому себе на этот вопрос. Вам будет проще решить проблему, которая вас напрягает, или смириться с обстоятельствами, которые вы не можете изменить. Выработайте привычку регулярно проверять свои эмоции, чтобы вовремя ловить физические и поведенческие симптомы плохого настроения. Ну и, конечно же, отдохните. Это может казаться нелогичным, особенно когда впереди вас ждет огромное количество дел. Но давайте будем честны. Настроение будет только ухудшаться, если вы не позволите себе перезапуститься. Попробуйте уделить время занятию, которое одновременно приносит удовольствие и требует определенных усилий, как, например, рисование или игра на музыкальном инструменте. Образцовый детский хор республики «Голос детства» победил на Всероссийском фестивале-конкурсе хоровых коллективов и вокальных ансамблей в городе Санкт-Петербурге. Юные дарования из республики приняли участие в масштабном проекте с международным участием. В этом году во всероссийском конкурсе герценовские хоровые ассамблеи свое мастерство показали свыше 40 коллективов. С большим отрывом от конкурсантов республиканский хор «Голос детства» занял первое место. Об этом мы и поговорим сегодня с нашими гостями. Добрый день. Добрый день. Мы, во-первых, поздравляем вас с этим знаменательным событием. И вот 40 коллективов со всей нашей страны, да, Россия. Тяжело ли было принимать участие, подготавливать конкурсантов? Вы знаете, когда ты действительно находишься на своем месте, это счастье. И эти вот счастливые мгновения репетиций, генеральных прогонов и сам конкурс, это действительно мгновения самые лучшие для музыканта. Поэтому сказать, что тяжело, нет. Сколько у вас человек, вот, которые занимаются музыкой, в хоре выступают? Всего в хоре занимаются 43 человека, и на конкурс поехало 30 девчонок, поющих героев. Сколько вот девочки уже занимаются? Диана, сколько вы занимаетесь? Так, ну если считать просто классы в школьное время, то 8 лет. То есть уже много, да, есть уже определенный музыкальный опыт, да, багаж. Знаем, что второе место не присудили никому, да? С чем это связано? Почему такое решение выбрало состав жюри? Если обратиться к протоколу, то там все достаточно строго, и градация мест идет именно от 9,1 балла. Это первое место, далее второе, третье. И когда вот эти все баллы складываются, ну, это простая математика, так вот получилось. Сколько баллов всего вы вот набрали? 9,3 из 10. Классно, да? Знаем, что вы исполнили, Диана, песню на коми-языке. А почему именно вот такой выбор? Как пришла идея? Педагог помог или вот у тебя у самой есть желание воспевать, да, коми-культуру? Изначально нам помог наш руководитель. Но потом, когда мы вот только разбирали эту песню, когда мы переводили ее, нам так понравилось. А еще, когда она звучит без инструмента, только чисто наш голос,
И нас так много, прям только мы. То есть именно поэтому вы выбрали Коми Да. песню. А еще какие есть любимые композиции, вот, которые, что легче всего исполнять, да, на конкурсах? На конкурсах легче всего, когда участвуют только 2 голоса. Вот состав жюри, кто были эти люди, вот музыканты, да, я знаю, давайте поговорим о них. Состав жюри был великолепный. Профессора, композиторы детские, такие как Плешак, Сергей Плешак. Его песни исполняют все детские хоры России и Европы. Вот. Люди не случайные в профессии, в хоровом искусстве, которые действительно занимаются несколько десятилетий этим делом и понимают, прекрасно понимают, что такое хоровое пение в детском хоре. Ну, вы заняли 1 место, и не просто так вы туда съездили, да, в город Санкт-Петербург. Я знаю, что вам еще удалось поделиться своим опытом, да? Прекрасная, замечательная встреча со студентами. Благодаря организованная была Ларисой Николаевной Яруцкой. Мы дали мастер-класс песни композиторов Республики Коми для детского хора. Было освещено творчество таких композиторов, как Станислав Васильев, Валентина Брызгалова, Яков Перепелица, Александр Осипов. И также Коми народная песня в современных аранжировках. Были представлены произведения с коминародными инструментами. В общем, я думаю, получили студенты очень такой интересную, полезную информацию, вот, подчерпнули знания о Республике Коми, о творческой Республике Коми, и даже попросили ноты, и мы с большим удовольствием подарили им их в подарок. Надеемся, теперь произведения композиторов зазвучат в Санкт-Петербурге. Ну, продуктивная у вас была поездка вообще, да, в северную столицу нашей России. Я вас еще раз от всей души поздравляю с победой. Не останавливайтесь, идите вперед, дальше. Успехов вам. Спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо. Спасибо. До чего дошел прогресс? Совсем недавно в сети появилось фото Солнца. Нет, светило было запечатлено не на телефон. А астрофотографы сделали 140-мегапиксельное фото Солнца с солнечным вихрем. Чтобы создать эту сверхчеткую фотографию, понадобилось около 90 тысяч изображений, наложенных друг на друга. Что получилось? Давайте посмотрим. Быть мамой, думаю, непросто. Заботясь о малыше, хочется уделять время и себе. Для кого-то важно в это время не ставить на паузу профессиональный рост. Пройти обучение или получить новую профессию женщинам в отпуске по уходу за ребенком можно в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Он реализуется в нашей стране благодаря нацпроекту «Демография». В конце прошлого года такой возможностью воспользовалась героиня нашего следующего сюжета Ирина Орехина из села Зеленец Сыктывдинского района. О том, какую специальность освоила девушка и кто еще, кроме новоиспеченных мам, может воспользоваться такой поддержкой, расскажем прямо сейчас. Сложно поверить, но эта хрупкая девушка в одиночку может отремонтировать целый подъезд. За несколько месяцев работы Ирина облагородила уже 10 этажей. Любовь к малярному делу, признается девушка, досталась ей от мамы. Когда местная управляющая компания предложила ей отучиться на штукатура-маляра, Ирина, недолго думая, согласилась. Новую специальность девушка осваивала месяц. У нас было по 4 часа учебы. Первоначально мы только все писали. Так как много чего не успевали, брали какие-то задания на дом. Обучались, так скажем, с нуля, как стены шпаклевать правильно, как шпателя правильно держать, как шпаклевку мешать, какой густоты. Содействие в обучении оказал Центр занятости Сыктывдинского района. В конце прошлого года в управляющей компании села Зеленец появилась вакансия штукатура-маляра.
В ответ на запрос о поиске работника Центр занятости предложил отправить на переобучение кого-то из сотрудников. Предложение было сделано Ирине, трудоустроенная в управляющую компанию дворником. На тот момент девушка находилась в отпуске по уходу за ребенком. За эти годы мы, скажем так, я и говорю, уже много сотрудничаем с Центром занятости Сыктывкарского района, поэтому мы отучили также бухгалтера, специалиста по паспортиста, давайте так скажем. То есть Ирина – это уже не первый человек, который вот обучается по программам, именно программы через Центр занятости Сыктывкарского района. Получить бесплатно новую профессию или повысить уже имеющуюся квалификацию в рамках нацпроекта «Демография» могут несколько категорий граждан. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста. Безработные граждане, зарегистрированные в Центре занятости населения. Граждане в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионеры. По программе можно пройти как полное профессиональное, так и дополнительное профессиональное обучение. Принять участие в программе можно как через Центры занятости населения, так и самостоятельно, оставив заявку на сайте трудвсем.ру. На выбор самые разные, но непременно востребованные направления – от простых рабочих профессий до управления персоналом. Ирина свое обучение проходила в очном формате. Те, у кого такой возможности нет, новую профессию могут получить и дистанционно. Участие в программе бесплатное. На март этого года в Республике Коми заявки в рамках программы подали почти 500 человек, 27 из которых уже приступили к получению новых знаний. А на этом у нас все. Отлично провели время. Улыбайтесь, радуйтесь каждому новому дню и будьте счастливы. А мы увидимся в эфире. Пока-пока.